Все свое, родное, а главное экологически чистое. Каждый год Фатима Плиева делает заготовки из фруктов, овощей и ягод, которые выращивает на собственном участке. В начале зимы банок было не сосчитать. Теперь же настало время пополнить количество домашних заготовок. Клубничное, персиковое, малиновое варенье, компот из яблок, черешни и сливы. К тому же самые разные соленья. Как говорится, сад и огород – самые главные кормилицы в этом доме. Соленья бывают вкусные, свое, с огорода. Отдаем, когда кому надо, потому что бывает очень много солений. Люблю солить. Варенье люблю варить, солить люблю. Вот это вот моя слабость. Свое собственное хозяйство Фатима Плиева начала вести еще 15 лет назад. На тот момент она и подумать не могла, что пустой участок земли превратится в хобби всей жизни. В этом огороде есть все. 2 десятка кустов помидоров разных сортов, столько же огурцов. Чуть дальше грядки с болгарским перцем, редисом, тыквой и картофелем. Женщина признается, из-за погодных условий не ожидала, что урожай в этом году получится хороший. Однако, благодаря заботе, вложенной в них, труд оказался не напрасным. Утром до работы час, пораньше немножко встал, покопался на работу. Пришел вечером с работы, опять час-полтора. Но вечером девочки помогают. Утром не могу их вытащить, а вечером помогают. Ничего сложного. И вся сложность – вода. В Плиево – это вода сложность. Выручает колодец. По красоте и количеству урожая не отстает и сад. Здесь более 20 плодовых деревьев. Яблоня, слива, черешня, груша, айва, грецкий, также лесной орех. Его Фатима Плиева посадила совсем недавно. Там есть большой, но мне сказали, что их должно быть 2 в огороде, чтобы они соперничали между собой. Поэтому я в прошлом году посадила еще 1. Вот их 2. Он особого такого ухода не требует. Единственное, летом немножко полив. И все, такого ухода он не требует. Он лесной, привык сам по себе расти. Также калина тоже не требует никакого ухода. В этом году хорошо зацвела. На вопрос, почему решила вести хозяйство, Фатима Плиева отвечает: все свое, а значит натуральное, без всяких химикатов. Однако это не единственная причина. Женщина одновременно работает в детском саду. После работы с детьми садоводство доставляет одно удовольствие. Прихожу с работы, уставшая, бывает, когда нагрузка. Приходишь, заходишь в огород, расслабляешься реально. Отдыхаешь душой. На этом Фатима Плиева не остановилась. Создала во дворе дома настоящий цветник. Здесь растут розы, пионы, ромашки, лилии, георгины. Это далеко не все. В общем, настоящая зона наслаждения. По словам женщины, ухода они требуют не меньше. Садарыш тени любивый, даешь кача додешь, места выбирать детство, шиши метигис, харзаза. Мал безжды, садарыш, эдезжды, шиши метигелистан. Фатима Плиева в числе участников конкурса «Личное подсобное хозяйство» не просто так. У женщины есть давняя мечта – построить беседку. Если удача будет на ее стороне и она выиграет в конкурсе, первым делом займется строительством места семейного отдыха. Конкурс мне предложила родственница, что есть такой конкурс, я и не знала. Давай, ей всегда нравится у меня. Давай подадим документы. Вот так вот спонтанно подали, решили. Посмотрим, что получится, а вдруг. Республиканский конкурс на лучшее подсобное хозяйство, инициированный главой республики, реализуется 3-й год подряд. Напомню, 2 победителя конкурса получат по 500 тысяч рублей, обладатель 2-го места – 300 тысяч, занявший 3-е место – 200 тысяч рублей, к тому же 10 участников получат по 100 тысяч рублей и остальные 10 по 50 тысяч. Призовой фонд сформирован за счет средств республиканского бюджета. Малика Измайлова, Султан Магушков, Новости 24.